Здравствуйте! Эфир главного информационного канала страны продолжит программа «Алату Лайв» в студии Мирбек Молдакунов. В Чолпан-Ате накануне под председательством президента Садыра Джапарова прошел второй саммит Европейский Союз Центральная Азия, в котором приняли участие президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, замглавы Кабмина Туркменистана и президент Европейского Совета. По итогам встречи принято совместное пресс-коммюнике. Участники выразили намерение принять дорожную карту ЕС-ЦА на следующей министерской встрече. Лидеры выразили неизменную приверженность соблюдению Устава ООН, в частности, принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного урегулирования международных споров. Они подчеркнули недопустимость публичных призывов и подстрекательств терроризму и экстремизму. Президент Европейского Совета также высоко оценил соображения по зеленому переходу, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата в Центральной Азии, которые обсуждались на последней консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпан-Ате. Лидеры подчеркнули важность дальнейшего расширения взаимных торговых и инвестиционных механизмов для ускорения социально-экономического развития всех сторон. Поговорить на эту тему мы пригласили в студию руководителя Центра гуманитарных исследований в Центральной Азии Национальной академии наук Койчуманову Чолпон Урушбековну. Чолпон Урушбековна, добрый день. Добрый день. Добро пожаловать в студию. Чолпон Урушбековна, в связи с геополитической обстановкой в мире фокус внимания мирового сообщества направлен на Центральную Азию. Как вы считаете, этому способствует только географическое расположение региона или имеются еще другие причины? Спасибо большое. Добрый день еще раз. Вы очень хорошо начали по поводу географического расположения. Вы знаете, перед тем, как сказать свое мнение, я хотела бы все-таки основные важные принципы подчеркнуть вообще во внешней политике. Есть такой хороший предмет, как геополитика. К сожалению, она не очень активно у нас активизируется, этот предмет. Но, простыми словами говоря, от географического расположения страны зависит внутренняя и внешняя политика любого государства. То есть получается, что и в то же время, исходя из этого, что самыми стратегически важными партнерами это являются соседи. Потому что от них зависит и территориальная целостность, национальная безопасность, экономика, стабильность, развитие и так далее. И вот исходя из этого, все-таки мы должны исходить именно из этих принципов, общепринятых мировым стандартам. И, конечно, есть еще одно, да, что во внешней политике, вы знаете, никогда не бывает друзей и врагов. Я иногда меня удивляет тех людей, которые ищут их, потому что нету во внешней политике ни друзей, ни врагов и ни родственников, тем более. Есть только личные интересы страны. Так было всегда и есть. Об этом еще говорил Уинстон Черчилль, что не нужно искать врагов. Поэтому вот эти есть основные принципы вообще политических процессов. И исходя из этого, конечно же, что мы, Центральноазиатский регион, наши соседи, это нам дано самой историей. То есть она уже была предназначена нам, чтобы мы вот в интеграционном процессе вместе жили. Если раньше заглянуть в историческое прошлое, мы вообще жили под одним пространством географическим. Были просто народы, проживающие на территории Центральной Азии. И только, можно сказать, недавно были вот наложены вопросы границ, очертаны и так далее. Поэтому, вы знаете, нам предназначено и самой, и географически, и исторически, мы настолько все друг друга очень в тесных взаимоотношениях. Чолпон Урушбековна, вот в свое время, да, один из одиозных политиков 20 века, Хелфорд Маккиндер, говорил, цитирую: «Тот, кто правит Центральной Азией, управляет Евразией, а тот, кто правит Евразией, правит миром», получается. Вы знаете, вот за 30 лет, вот после провала Советского Союза, когда мы обрели независимость, у нас вот эта эйфория, к сожалению, она очень долго продлилась, почти 30 лет, вот порожденная независимостью. Мы все страны, и постсоветское пространство, и также мы, страны Центральной Азии, мы кинулись получать эту независимость. И вот эта эйфория, она у нас длится практически 30 лет. Но сегодня мы действительно уже пришли к такому, вот сегодня, я думаю, уже многие страны это понимают, не только лидеры, но и простые люди уже понимают, что все-таки оказывается какие-либо важнейшие проблемы внутренней и внешней политики усилиями одной страны решить, оказывается, стало невозможным.
То есть даже наши внутренние с вами экономические какие-то вопросы или другие внутренние внешние вопросы мы сами по себе, уединивший Кыргызстан, оказывается, решить не может. Точно так же и другие. Мы понимаем, что усилиями одной страны многие наши вопросы, оказывается, не решаются. И поэтому, хотим мы этого или нет, мы должны сегодня уже активизировать интеграционную деятельность для интересов как страны своей, так и для интересов целого региона. Потому что, вы знаете, вот я когда бывая за рубежом, меня еще лет 15 тому назад, но я тогда была еще моложе, и, вы знаете, меня удивляло, что нас отдельно не рассматривают за границей, в дальних за рубеже, понимаете? Нас рассматривают как один центральноазиатский регион. По отдельности нас оттуда даже не вытаскивают, особо не пытаются. Вот для них изучение, исследование и ведение политики – это как центральноазиатский регион. И вот здесь вот уже нужно было задуматься о том, что мы по отдельности, в принципе, оказывается, мы очень играем малую роль, вообще страны центральные. Если нас смотреть по отдельности, и мы каждый сам по себе отдельно будет вести, к сожалению, несмотря на то, что мы независимые, суверенные страны, вести в мировой политике, занять достойное место будет очень сложно, практически невозможно. Наша сила – это в единстве Центральноазиатского региона. И вы знаете, эта вот интеграция Центральноазиатского региона дает нам не только социально-экономическое развитие, это безусловно, она решает многие наши проблемы, но и в то же время она нам дает занять достойное место на мировой арене, стать не объектом политики, а субъектом политики, да, уже. Но если в отдельности, нам очень практически сложно стать. К сожалению, это так. Поэтому это очень правильно было сказано, что Центральная Азия, вот я полностью поддерживаю, и вот его слова подтверждаются тем, что сегодня дальние зарубежья нас в отдельности не рассматривают, они рассматривают нас как целый отдельный центральноазиатский регион. И наша сила именно заключается в этом. И вы знаете, вот как я уже сказала, что в внешней политике должны быть только личные интересы страны. Но если некоторые лидеры поставят этот интерес на второй план и выдвинут такие интересы, как личные интересы, или интересы, нет, вот именно личные интересы, или интересы другой страны поставят превыше, то я бы все-таки хотела бы отметить, что эта страна, будущее этой страны, она обречена на трагедию. Это обречена на трагедию. Поэтому вот, когда сегодня очень многие, вот я слышу в средствах массовой информации и так далее, когда толкают наших лидеров страны, да, и наше общество толкают на какую-то вражду по отношению к другой стране или толкают на какие-то конфликтные ситуации. Вы знаете, либо эти люди ничего не знают, либо они наоборот знают и это делают специально. Потому что в политике также, во внешней политике, не должны быть никаких эмоций, понимаете, обиды. Это не место для для того, чтобы обсуждались какие-то обиды, высказывались, да, или там хочу, не хочу, нравится, не нравится, вы меня когда-то обидели, вы мне когда-то не так сказали. Эти эмоции в политике не должны быть. Должны быть только личные интересы страны. И поэтому я считаю, что вы знаете, вот когда наши многие лидеры идут на такие шаги в каких-то конфликтных ситуациях, но они садятся за стол, это и есть государственная политика. Также я хотела отметить, что вот мы говорим про интеграцию, но вы знаете, для того, чтобы активизировать интеграционную деятельность, необходимо решить все проблемы, которые есть между нами. Конечно, к сожалению, конечно, да, пока мы не решим, они острые, они проблематичны, но пока мы не решим эти проблемы, интеграционный процесс, он будет тормозиться, он не будет происходить. Вы знаете, вот хотела бы также отметить, что да, вопросы границы, вообще в мировой политике самые сложные это вопросы границы считаются. Они всегда сопровождаются жертвами, трагедиями, они сопровождаются войнами, эти войны длятся многие годы. Это самое проблематичное, даже история Европы, если мы посмотрим, как у них там решались конфликтные вопросы границы. Это и только тогда, когда они его решили, они стали вот такой сильной Европейской Союзом, Европой, которую мы сейчас знаем. Поэтому вопросы все-таки, то, что мы уже решили вопросы с одним государством, это очень значительный шаг. Да, я согласна, что могут быть
потери, могут быть то, что нам не хотелось бы. Мы где-то можем выиграть, где-то можем проиграть. Но сам вопрос, если он решается, это дает нам дальнейшее развитие. Как некоторые вот говорят о том, что вопросы некоторые границы или нерешенные вопросы, их нужно оставить, их не надо трогать. Мы жили с ними 30 лет и давайте продолжим так. Нет, сейчас уже другое время. Сейчас этот вопрос, если оставить его нерешенным, понимаете, найдутся всегда силы, которые подкинут туда дрова для того, чтобы этот маленький огонек разжился в большой пожар. И это нам нужно, вот эти вопросы. Поэтому я считаю, что сейчас то, что наша страна делает шаги, в первую очередь, для решения именно вопроса границы с соседями, это дает нам большой шаг для интеграции. И в будущем, когда эти вопросы будут решены, нам нужно подумать об интеграционной региональной какой-то мощной организации. За 30 лет у нас создавались организации, но, к сожалению, они не столь эффективны. Но это тоже как бы объясняется, потому что, говорю, у нас не было опыта. Мы были в Советском Союзе, там вот это понятие независимости мышления и независимое проведение политики, она дается с практикой. И вот когда у нас вопросы решатся, я думаю, нам необходима какой-то вот региональный, центральноазиатский, региональная мощная организация, которая будет представлять общие наши цели на мировой арене. Понимаете, вот мы должны к этому прийти. Резюмируя ваш ответ, можно сказать, что один в поле не воин, там, где трудно одному, вместе справимся. Намного тяжелее. Да, и вот то, что сейчас вот у нас в окружении мы строим отношения с Россией, мы строим с Китаем, это наши соседи, как я сказала, это самый важный стратегический партнер. Конечно. И если мы не можем свою территорию, знаете, нет такой возможности забрать свою территорию, перенести в другое место и жить там, где мы хотим, мы должны жить с тем, что есть. И вот встреча с Европейским Союзом, это еще раз показывает о том, что мы не должны искать врагов во внешней политике, мы должны строить отношения. Мы не в том положении, чтобы входить в какие-то конфликты. Мы должны строить дипломатические отношения, но самое главное, вот в этой большой арене Центральноазиатский регион, он должен быть одним большим, таким централизованным, таким, знаете, вот действительно, чтобы оно название соответствовало проводимой политике. Но я думаю, что рано или поздно вопросы, они решатся, они уже решаются. И я думаю, что все страны, не только мы, и я разговариваю с многими коллегами с Таджикистана, с Казахстана, Узбекистана, поверьте мне, у научно-образовательной сферы, которая анализирует этот процесс, они все в едином сходят, что только вместе можно выйти на мировую арену и защитить свои территории. Конечно. Вот мы вначале отметили, что Центральноазиатский регион очень заманчив своим расположением, но у нас еще и ресурсы имеются, водные, редкоземельные металлы. Естественно, другие страны заинтересованы, наверное, и в этих моментах. Центральная Азия исторически имела большое значение. Это и тот самый же Великий Шелковый путь, он проходил, многие дороги Шелкового пути, они велись через Центральную Азию, это были самые удобные были. И, конечно, у нас и климатические условия, и географические условия, это не везде есть такие. Конечно, она привлекает, но вот как дело, понятно то, что Центральная Азия привлекательна. Но вопрос сейчас стоит в том, чтобы эту привлекательность нам самим использовать во благо своей страны. Конечно. Вот сейчас, да. А так, конечно, вот нас многие заинтересованы в взаимоотношениях с нами, многие, может быть, заинтересованы для того, чтобы она не имела такое дальнейшее развитие, потому что не только мы с вами, но и другие страны видят, что Центральная Азия, его сила, она может быть только в единстве. Конечно. Если они это тоже знают, понимаете, что если его сейчас раздробить, вот сделать соседями врагов друг друга, то там больше никаких усилий не нужно сделать. Конечно. Они уже сами себя развалят и сами себя дадут почву для того, чтобы их могли уже охватить и с разных сторон. Поэтому вот сейчас я думаю, то, что вот лидеры страны, мы видим в последнее время, очень активно встречаются. И то, что сегодня, вот вчера они встретились, наш президент, президент Таджикистана, я надеюсь, что вопрос этот будет решен. Вы знаете, еще самое главное, я вот хотелось бы, пользуясь вашим случаем, вы знаете, вопросы, которые есть, они решатся. Вопросы границы не сегодня, так завтра они все равно решатся. Но факт в том, что как нам нужно
в этот период сохранить не враждебность, а добрососедство. Конечно, Я очень много вижу, когда у нас в соцсетях так агрессивно обзывается от другой нации, от другой народности. Да, у нас были сейчас какие-то, есть те негативные страницы, но не нужно призывать ненависти к другому народу. Когда этот вопрос решится, настанет завтрашний день. Каким Конечно. образом мы будем общаться? Мы станем врагами или мы станем, опять же, теми добрососедскими соседями? Поэтому я бы хотела нашу общественность все-таки призвать к тому, чтобы они были немного солидарны и толерантны, когда проходят такие критические моменты. Их главное, чем мы можем помочь нашей стране, нашему руководству это и решить этим вопросом? Тем, чтобы не обострять эту ситуацию. И это будет самая огромная помощь. Конечно, мы будем очень надеяться, что вот это высказывание, да, «разделяй и властвуй», Да. не будет работать именно Особенно в в таких Центральноазиатском острых регионе. проблемах, Да. да. Особенно в таких острых. Чулпан Нуршбековна, вот в последние годы Иссык-Куль, да, становится местом притяжения не только туристов, но и политиков мирового уровня. Не зря, наверное, в свое время Махмуд Кашкари в своей карте, да, определил именно центром мира именно Иссык-Куль. Да. Ну, вы знаете, его многие так определяют. Ага. Во многих, вот я с учеными-корейцами разговаривала, для них, вот я читала их древние, они вот, там был ученый-историк, он показывал книгу свою опубликованную, исходя из древних каких-то рукописей, да, там тоже они описывают этот Иссык-Куль. Ну, это, оно, видите, это как раз одно из мест, где мы можем развивать дальнейшие взаимоотношения. Тот же самый туризм. Посмотрите, как вот Узбекистан пользуется, да, сейчас древние исторические памятники находятся там, они очень благополучно ими пользуются. И сейчас вот Иссык-Куль это тоже становится как раз том местом, наверное. Вы знаете, не зря оно проводится там, это и как бы привлекательность туризма, потому что если главы государства там были, то почему не съездить бы и другим народам, да, и съездить, посмотреть, что там все спокойно, благополучно, красиво. Ну, все это как бы сходится к тому, что это опять еще один шаг для того, чтобы мы, страны Центральной Азии, все-таки было активизировать нашу интеграционную деятельность. Ну и, конечно же, мы очень сильно и экономически тоже, вот вы еще до этого отметили, что у нас очень большие ресурсы, в принципе, оно обеспечить нам друг другу в помощь Центральной Азии, она достаточно в мере, в принципе, достаточно, оно нам хватит. И это тоже, вы знаете, это тоже нам дает какую-то независимость, и это тоже все знают. Дело, вы знаете, у нас очень большие возможности, дело остается только за малым, вот решить вот эти нерешенные вопросы, и уже с трезвой головой, осознанием того, что мы, оказывается, вот это, избавиться от этой эйфории, что я один и самый я крутой, вот я независимый стал, теперь могу что творить, что хочу. Нет, это не каждый, это нашим странам Центральной Азии это будет сложновато. И вы знаете, сегодня мы должны проходить уже исходить от национальных интересов к региональным интересам. Уже вот эта ступень национальные интересы, мы уже вот 30 лет с ними, вот мы с ними возимся, с этими национальными интересами. И вот к чему мы сегодня приходим. Нам нужно теперь осознавать того, что мы должны из этой ступени подняться еще в большую ступень. Это региональные интересы. Потому что сегодняшняя внешняя политика, она не такая, как была 30 лет тому назад. Посмотрите, что творится с соседями, которым мы происходим. Да? И когда говорят, что близкими соседями, братскими народами не может быть войны, нет. История показывает, что если она может быть, и она может быть еще трагичней. И я думаю, вот это вот все вот то, что происходит, нам, центральноазиатским странам, дает какой-то урок того, что то же самое с нами не произошло. Конечно, вот у нас же не зря у кыргыза говорят «алысқа туғандан жақынға қошына артық». Да, вот когда мы говорим о соседях, когда я много читаю лекции, я говорю, что самыми важными стратегическими партнерами являются соседи. У меня студенты иногда говорят, почему? А вот есть же другие отдаленные соседи, которые более богатые, более развитые, мы же можем с ними общаться больше. Я им всегда говорю, вы знаете, вот просто элементарной жизненной ситуации. Вот, например, у нас есть сосед. Просто посмотрите, если вы с ним враждуете. У вас несколько вариантов: попасть в больницу,
попасть в милицию, либо переехать, либо на тот свет. Либо вы убьете, либо он. Больше выхода нет, если вы враждуете с соседями. Но если вы в хороших отношениях с соседями, вы даже можете на год оставить этот дом, и те цветы, которые у вас росли в огороде, они также будут расти. И тот же порядок и чистота, она будет сохранена в дом, он будет даже лучше, может быть, лучше сохраниться, чем вы там есть, потому что об этом позаботится сосед. Потому что тот вор, который зайдет в ваш дом, он может зайти и в дом соседа. Те цветы, которые будут гнить, эта гниль может перейти и к нашему соседу. Там мусор, которому соседа, этот мусор и все, что от него перейдет. То есть точно так же и в политике, в геополитике, точно так же и с соседями. Поэтому, когда мы говорим вопросы, когда иногда на нас оказывают давление, я чувствую, не только у нас в обществе, и другие большие державы, страны, когда мы видим, как они нам намекают дипломатическим путем, показывают, и оказывают какое-то давление на то, чтобы мы сделали выбор. Выбор, они смотрят, они же видят нас через свою призму своей политики, через свои интересы, не через наши, понимаете? Конечно. И толкают нас на те действия, которые интересы в их страны, но не в наши. И здесь я хотела бы сказать, чтобы наше общество с пониманием находилось, что мы не должны делать выбор, мы должны дипломатическим путем сотрудничать со всеми. Почему мы должны выбор делать и искать со стороны врагов? Для чего нам это нужно? Поэтому не нужно делать выбор, нужно вести дипломатическую внешнюю политику в интересах своей страны. И все. И тогда выбор, который будет сделан нам, он будет правильный, если он будет соответствовать интересам нашей страны. Понимаете? И тогда и другие державы нас поймут. Понимаете? Потому что любые мировые державы, лидеры, если они настоящие государственники, когда одна страна делает какой-либо выбор, в интересах своей страны, ее можно только уважать за это, и другие державы точно так же. Но когда лидеры страны идут против своих интересов, то, поверьте, и другие страны, отношение будет к ним точно такое же, недоверительное и неуважительное. Поэтому я считаю, что сегодня, и очень хорошо, что вы знаете, у нас даже мы, историки, перестали изучать историю Центральной Азии. Мы полностью, та же эйфория, говорю, мы приобрели независимость, мы полностью погрузились изучать только историю Кыргызстана. Понимаете, но если вы изучаете историю Кыргызстана, даже древнюю историю Кыргызстана, вы не можете ее в контексте выдернуть из Центральной Азии. Конечно, если вы говорите о кыргызов и проживающих на территории, людей на территории Кыргызстана, вы заденете узбеков, казахов, таджиков, туркменов и так далее. То есть даже в истории нам невозможно из контекста выделить, отдельно смотреть. И поэтому сегодня, я думаю, у нас очень мало экспертов, которые именно по Центральной Азии. К сожалению, нам нужно сейчас в высших учебных заведениях, я думаю, наши президенты и встречи, они толкают на то, что необходимо изучать полностью, анализировать и изучать всю территорию Центральной Азии, делать какие-либо прогнозы экономические, политические, географические, климатические, разные. К сожалению, мы сегодня от этого немножко отстаем, но я знаю, что в Узбекистане, в Таджикистане там создаются очень большие центры по изучению Центральной Азии. Я знаю, что в Китае, в каждом университете Китая, в каждом городе и в каждом университете Китая есть центры по изучению исследований Центральной Азии. Она интересует всех, только не нас самих. Я думаю, сейчас и то, что вы сейчас говорите, поднимаете эти вопросы, это должно послужить толчком для высших учебных заведений о том, чтобы уже выпускать специалистов, региональных специалистов именно конкретно по Центральной Азии. Конечно, в настоящее время это очень важно. А в вашем центре какая работа проводится именно в этом направлении? Мы как раз сотрудничаем со многими китайскими центрами, которые изучают исследования Центральной Азии, узбекскими, таджикскими. Мы недавно, сейчас у нас еще будет онлайн-конференция. Мы как раз исследуем не только историческое прошлое, мы сейчас больше исследуем и анализируем современное состояние Центральной Азии и его роль во внешней политике. Мы выпускаем книги, монографии вместе или врозь Центральноазиатский регион. Мы сейчас очень делали большие анализы по экономическому развитию. Это новый центр, но мы как раз очень много сейчас, основная наша цель — это сотрудничество с странами Центральной Азии, потому что совместная аналитика, совместное исследование, она дает больше результаты.
И вот я думаю, даже было бы хорошо, если в правительстве был создан какой-то аналитический центр по исследованию Центральной Азии. И эти бы дало бы нашим руководителям готовые материалы, анализы по дальнейшему развитию. В других странах это есть. Это есть. Это Будем очень есть, надеяться, да, что это такие есть. центры, В Узбекистане подобные есть центры при откроются и у аппарате нас. президента даже Институт Центральной Азии и международные отношения, который анализирует эти процессы и который потом пишут целую аналитику. Может быть, поэтому Узбекистан сегодня идет все-таки лидирующий в Центральной Азии. Действительно, надо признать, что сегодня Узбекистан, он выходит такой на новый уровень, и она становится как бы одним из лидеров стран Центральной Азии. Ну, это и многочисленность населения тоже, это 37 миллионов, да, у них уже. И проводимая многовекторная такая политика, она их поднимает, повышает их авторитет. И вот то, что мы решили вопросы Кыргызстана и Узбекистана, это тоже очень большой шаг. Вот многие тоже говорят, что да, может быть, не все так получилось, как бы нам хотелось. Ну, так всегда бывает вопрос о границе. Но вы представляете, если этот вопрос еще остался бы нерешенным, и с двумя соседями у нас были бы такие нерешенные конфликты по границе. Насколько бы хватило Кыргызстану все это выдержать? Мы смогли бы все это, и какие бы последствия могли бы стать, если мы с двумя большими нашими самыми основными соседями до сих пор были бы такие нерешенные вопросы. Поэтому я считаю, что решение Кыргызстана и Узбекистана вопросы границы — это большой шаг вперед, огромный шаг вперед. Да, и если это также произойдет и с Таджикистаном, представьте, у нас не будет нерешенных, у нас остается только интеграция, экономическая, политическая интеграция. Вот и все. Будем очень надеяться на это, тем более вот накануне прошла встреча глав государств Кыргызстана и Таджикистана, где вот акцентировали внимание именно на этом, чтобы ускорить процессы делимитации и демаркации госграницы. Чолпон Урушбековна, выражаю вам огромную благодарность за то, что, несмотря на выходной день, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Спасибо огромное вам. Уважаемые телезрители, напомню, в Чолпан-Ате под председательством президента Садыра Джапарова прошел второй саммит Европейский Союз Центральная Азия. В нем приняли участие президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, зампредседателя Кабмина министров Туркменистана и президент Европейского Совета. В студии в гостях была руководитель Центра гуманитарных исследований в Центральной Азии Национальной академии наук, член-корреспондент Национальной академии наук Кочуманова Чолпон Урушбековна. До новых встреч в эфире.